Сегодня в штабе провели очередную встречу врачей. На нашем вечере сегодня собрались очень много именитых докторов, врачей, профессоров. Бурышча айткан вакытта темасы яш табибларны жыю. Бүгүн мында биздин Мәскәү шәһәрендә укучы татар яшьләре булачак табиблар җыелачаклар һәм татар телен үстерү буенча һәм аларны ничек итеп татарча кешеләрне дәвалау буенча сөйләшә алып барачакбыз. И вот наша задача, чтобы студенты, выходцы из Татарстана, татары прежде всего, конечно, чтобы они объединялись, общались между собой, помогали друг другу. Мы такие встречи уже проводим 20 лет. И вот результатом этих встреч то, что многие работают совместно, многие уже помогают друг другу. И на эти встречи, к этим студентам, мы приглашаем, значит, врачей, академиков, заведующих клиник, которые занимаются категориями и направляют, так сказать, этих студентов в нужное русло, чтобы достичь максимальных успехов в своей профессии. Эти встречи, они очень полезны, потому что многие вот эти наши татарские студенты потом уже устраиваются в эти клиники к нашим врачам, которым уже состоялись, которые уже в профессии своей, профессора. Я хотела бы сегодня пришла специально для того, чтобы собрать к себе поближе студентов медицинского института. Все сегодня ко мне подойдете. Представьтесь, пожалуйста, я хочу с вами работать. Меня зовут Резида. Здравствуйте. Я студентка второго курса педиатрического факультета. Я учусь в Первом медицинском московском, ныне Сеченовский университет. Я хочу стать детским кардиохирургом. Благодаря штабу я устроилась на работу в центр ЭКО Альтравита. Сейчас занимаю должность ассистент-репродуктолога. Очень довольна. Спасибо Рустам Фаизовичу. Мы не в плане националисты, но кто еще за татар, за нашу молодежь будет, значит, переживать, как не мы сами. У нас штаб это был создан Фихрат Ахмедьяновичем Табеевым еще 20 лет назад. Его супруга, она известный профессор медицины. И вот как-то пошло уже 20 лет назад, мы эти встречи организовывали в Китай-городе. Они очень плодотворно, хорошо у нас проходили. И вот мы продолжаем это дело Табеева. Знаете, когда я сюда впервые попала, я была поражена атмосферой. Как здесь происходит интересная встреча, как здесь много молодых ребят, которые пытаются сохранить традиции татарского языка и татарской культуры. По-моему, это очень важно объединять татарский народ, учитывая такие обстоятельства, как отмена татарского языка в Татарстане и то, что многие из нас начинают забывать свой язык, свою родную культуру. Біздің яшьләргә татар телен жараттырга кирәк. Жараттырыр өчен алар аңларга тиеш. Ул әти, әниләр, бабалар турында ул тел бит борынгы тел ул. Борынгы заманат гадәтләрен безгә, намазларын, сөйләшүләрен, безнең әкиятләр бик матур. Шуларны без аны хәзер истә тотарга тиеш и киләсе поколениеларга да безнең аша аны должны передать. Шуңар без хәзер үзбезчә сөйләшәбез. Тырышкан хәдәре татарча, күбрәк мероприятиялар алып барабыз и күбрәк яшьләр арасында шундый татар теле турында эш алып барырга уйладык. Когда здесь происходят различные мероприятия и приглашают очень-очень интересных гостей, здесь жизнь кипит, она, в общем-то, не прекращается, мне кажется, ни на минуту. Я очень рада, что в Москве есть такой островок гостеприимности, настоящей вот татарской души. Бу йөрәккә нигә утылар салдың, ялкынында үзең янмагач. Менә шулай күңелле итеп яшибез без монда. Рәхим итегез, хөрмәтле милләттәшләр. Самое главное, что это как вот большое дерево с корнями, с плодами, с листвой. И мы здесь все объединяемся, и объединяет нас родник. Вот этот родник, который под этим деревом. Этот родник, вот этот, в данном случае, как символ, это наш штаб. По этому поводу, то, что сегодня такая собралась интеллигенция, я решил им устроить небольшую викторину. Взял татарский курай и играл для них самые популярные татарские народные мелодии. Как казалось, молодежь почти не знала мелодий.
Вот. А те, кто постарше, довольно-таки охотно не только угадывали, но и подпевали. Ну, как бы угадать татарскую мелодию, короче говоря, сегодня немножко было. Но, тем не менее, вечер продолжается, живо. И сейчас только все самое интересное начинается. Символ возрождения татарского народа, достойное продолжение благородного рода, уникальное творение духовной архитектуры, сплетение вер, традиций и культуры. У нас сегодня будет главный врач клиники ЭКО. Она самая большая в Европе. У них много создается новых корпусов, отделений. После последних встреч у нас по 4, по 3 человека трудоустраивается к нему на работу. Мы обращаемся к медикам, к студентам, к татарам, чтобы они понимали свою ответственность за то, что они продолжители этой великой нации, татары, чтобы ответственность у них была за свою профессию, за себя, потому что у нас здесь в большом мегаполисе по каждому татарину потом делают выводы о всей нации. Татары, медики, должны достичь большего. Они раньше должны были, как выражался Фихрат Ахмедзянович Табеев, они раньше должны приходить на работу, они позже должны уходить с работы, они должны вникать в работу, они должны быть лучшие своей профессии. И вот эти наши студенты, они все равно через 10 лет, через 20 станут главврачами, а может быть министром здравоохранения России. И чтобы они тогда не забывали, мы их нацеливаем, чтобы они также помогали молодым медикам, татарам достичь большего своей профессии. Табиб һөнәре бик катлаулы һөнәр. 5 ел сайын һәр вакыт белемеңне арттырып торырга кирәк. Инде хәзер шундый системага күчәбез. Ел сайын укырга кирәк. Миңа калса, мин һәр вакыт биредә очраша торган врачлар төркеме белән һәр вакыт алар алдында чыгыш ясарга тырышам. Чөнки минем ярдәмемдә шул сертификационный циклларга оештыра алам, урнаштыра алам, укып чыгарга ярдәм итәм. Врачи оказались очень отзывчивыми людьми. Когда каждый из врачей представлялся, он готов был к диалогу, к тому, чтобы помочь молодежи куда-то поступить, в ординатуру, например. Тагын да шундый таләпләр хәзер куела. Һәр табиб деминде, һәр берсе булмаса да, тырышалар категория яулап алырга. Категориялар алырга да ярдәм итәм, консультациялар үткәрәм, отчетларын әзерләргә ярдәм итәм. Әлбәттә, үзем эш академияда эшләп торгач, Аллага шөкер, бүгенге көнгә хәтле ординатураларга керергә, ярдәм итәргә мөмкинлекләрем бар. Я взяла обязательство на себя максимально помогать тоже штабу с всеми возможностями. Я сама предприниматель, у меня свой эко-магазин, корпорация «Сибирское здоровье». И здесь я нахожу новых партнеров, я нахожу новых сотрудников, которым также интересно путешествовать, обучаться и работать. Шулай итеп, ниндидер бер акыл сүз әйтеп, бер киңәш биреп, шулай итеп, ниндидер хезмәт күрсәтергә халкыма, һәр вакыт мин шатмын. Әзермен. Бер-беребезгә ярдәм күрсәтеп, бер-беребезгә булышып, шулай итеп яшәргә язсын алдагы көндә дә. Нас приятно поразило братство медиков, которое сегодня мы увидели со стороны наших татарских друзей, коллег. И хотим перенять этот опыт для себя, чаще встречаться. Мы никаких татар не делим, у нас вот нижегородские, рязанские, все мы вместе. Кряшинов у нас очень много, значит, крымских татар. Много у нас людей, которые с нами дружат. Там, например, не только из Казани, не только татары, которые с нами, вокруг нас, они тоже наши. Тоже самое главное, всех объединяет наш штаб. Да? Замечательно, что есть такой штаб, который организовал Рустам Абый, который объединяет татар,
разных профессий, сфер деятельности. Мы стараемся, конечно, сейчас уже много говорить на татарском языке, а когда уже идет вот такой типа выступление, не получается полностью по-татарски. Но придет время, мы сделаем это в обязательном порядке. Но в первую очередь, я считаю, что приобщение к народу, к культуре происходит за счет именно таких вещей, как музыка, потому что проще всего до человека донести через музыку всю историю, всю традицию народа. Не вся молодежь, да, имеет желание слушать татарские народные песни. Чем занимается, например, группа «Шурале»? Она играет татарские мелодии в современных аранжировках, которые действительно интересно слушать. В планах у нас провести кучу других вечеров тематических, в том числе вечер знакомств, вечер предпринимателей, я думаю, обязательно еще раз соберем. Также сегодня на вечер мы пригласили совет штаба обсудить планы на год, а также грядущие наши мероприятия. Татар мишер хамырыча, урыслардан калышмый. Муллаларны чайнап тора, дошманнарын каргышлый. Үзләре мәчет салдыра, мәчеткә йөрмиләр. Намаз укы, дога кылсын, иман китер Аллага. Әбиләре, бабайлары телевизор алдыра. Шул шайтанга карап торып, гыйбадәтен калдыра. Әҗәлеңнең киләчәген бер Ходай гына белә. Картайга җирермен дисәң, ул яшькә җитсәң әлдә. Безнең халык авылларда чүчкә үрчетеп ята, әллә иманыңны саттың Лука Канашевичка. Кремльнең башларында ике башлы кызгыннар. Ир-егетләр өйләнмиләр, марҗаларга азганнар. Матур кызлар егетләрне гомер буе сайлыйлар. 40-ка җиткәч кызларына кияү эзли башлыйлар. Монгол татарлары дип кычкыралар усаллар. Элек сезгә ярдәм иткән Шах Али да мининнар. Болгарларга насаралар кушаматлар калдырган. Элек сезгә ярдәм иткән Шах Али да мининнар. Иван миннән үч аласың, нинди минем гөнаһым? Рәсәйдәге мөселманны Аллаһ үзе сакласын. 28 апреля в Москонцерте на улице Пушечина состоится концерт Равиля Ислямова. Это наш соотечественник, он вундеркинд, скрипач. Думаю, что мы там должны встретиться и поддержать нашего скрипача Равиля Ислямова.